Неделя пролетела, это значит, мы снова в эфире. Здравствуйте, вы смотрите программу «Патруль». Меня зовут Анастасия Маслова. Наезд на ребенка, перевернулся в пути, не справился с управлением, подборка страшных ДТП. Задействованы все силы и средства, Тува борется с лесными пожарами. Столб черного дыма, какое ЧП, заставило перекрыть на некоторое время проезжую часть в центре города. Ну и, конечно, традиционный обзор происшествий, взволновавших пользователей всемирной паутины. Впрочем, обо всем по порядку. Начнем выпуск с трагической истории, подробности которой стали известны на минувшей неделе. Речь идет об аварии в Чедихольском районе. 10 июня в селе Хаву-Аксы сотрудник полиции совершил наезд на двухлетнего ребенка. По предварительным данным установлено, что полицейский, двигаясь задним ходом на автомобиле УАЗ «Хантер», наехал на внезапно подбежавшего к машине мальчика. 24 июня ребенок скончался в больнице. Сотрудник полиции предпринял все меры для оказания помощи пострадавшему ребенку. Незамедлительно доставил его на станцию скорой помощи и сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции. Установлено, что пострадавший ребенок вместе с другими малолетними детьми находился на улице без присмотра взрослых. В случае установления вины сотрудник будет уволен со службы и понесет наказание в соответствии с законом. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время для проведения необходимых следственных действий, которые возможно провести только в рамках уголовного дела, назначены судебные экспертизы для установления причины смерти малолетнего, а также автотехническая экспертиза, которая нам даст ответ, мог ли подозреваемый предотвратить наезд. Другая авария с трагичным исходом произошла на 8-м километре дороги Кызыл-Ирзин. 23-летний молодой человек, управляя автомобилем «Жигули» 4-й модели, двигаясь в сторону Кызыла, не справился с управлением, и машина перевернулась в кювет. От мощного удара автомобиль протащило по обочине несколько десятков метров. От машины осталась лишь груда искореженного металла. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что молодой человек превысил скорость. В результате это стоило ему жизни. Еще одно страшное ДТП произошло уже в Кахемском районе. Там перевернулась «Хонда». По предварительным данным, 31-летний водитель иномарки не справился с управлением. Судя по этим кадрам, машина по касательной задела здание, после чего перевернулась. В результате ДТП в приемный покой резбольницы были доставлены водители и 2 пассажирки автомобиля, одна из которых госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Водителю и второй женщине оказана разовая медицинская помощь. Установлено, что все 3 граждан находились в автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Сколько всего аварий с пострадавшими произошло за неделю, узнаем у сотрудников ГИБДД. Официальная сводка далее. С 27 июня по 3 июля в республике зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 1 человек погиб и 4 пострадали. За неделю инспекторы ДПС в республике задержали 69 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 4 автоледи. А сейчас о происшествиях в других регионах. Вот что обсуждали в социальных сетях на минувшей неделе. Смотрим. В Самаре водитель чудом остался жив после того, как его Porsche Cayenne в буквальном смысле разорвало на куски. Очевидцы выложили жуткое видео в сеть. На этих кадрах видно, что иномарка повреждена настолько, что на первый взгляд сложно даже понять марку и модель. По информации полиции, 27-летний мужчина за рулем дорогого кроссовера не справился с управлением и врезался в пешеходное ограждение. В результате сильного удара у автомобиля оторвало передние и задние колеса, а также дверь, кузов искорежило. Удивительно, но водитель Porsche выжил в этой мясорубке и был доставлен в больницу, правда, в тяжелом состоянии и с множественными ранениями. В момент столкновения в кроссовере он находился один и был трезв. В Новосибирске сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда Бийск-Новосибирск. В вагонах находились более 400 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Причиной исхода локомотива с путей стал прорыв ливневой канализации. Обрушившийся грязевой поток скрыл под собой железнодорожное полотно. В связи с произошедшим 1 пригородный поезд был задержан, еще несколько пригородных поездов были пущены другими маршрутами.
Необычный покупатель зашел в один из магазинов Аляски за конфетами. Медвежонок по-хозяйски встал на задние лапы и начал изучать предложенный ассортимент. По словам авторов публикации, продавцы поначалу не поняли, что в магазин зашел хищник. Думали, собака. Но когда пригляделись, опешили. Находившийся в магазине покупатель прогнал животное громкими хлопками. По словам сотрудника торговой точки, косолапый направился дальше, в магазин сантехники, расположенный неподалеку. Не забывайте и вы делиться интересными материалами в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». Они могут войти в программу «Патруль». Тува сейчас борется с лесными пожарами. Зеленое богатство нашего края было под угрозой. С каждым днем огнеборцы отвоевывают у пламени все новые и новые площади. На сегодняшний день в Туве действует 13 лесных пожаров. Но еще в начале прошлой недели было около 30 очагов. Отчасти помогают и дожди, которые прошли в республике в выходные. В тушении задействованы все силы и средства региональных служб и ведомств. Главная задача, стоящая перед спасателями, это не допустить распространения огня в сторону населенных пунктов. На борьбу с огнем привлечены около 400 человек. Помогают тувинским коллегам и дополнительные силы, прибывшие в республике из соседнего региона. Довольно высокий уклон у горы, очень большая замусоренность. И если бы мы начали тушить пожар, скажем так, где-то на вершине, во-первых, мы очень сильно рисковали жизнями, это во-первых. Во-вторых, там работы, большая часть работ осложнены тем, что, например, мы делаем минерализованную полосу, вырываем все, что может гореть, до земли. И уже от этой минерализованной полосы обычно как-то даем отпор пожару, да, то есть отжиг проводим, либо оттушиваемся. Но тут любая деревяшка, которая скатывается по высокому уклону, может испортить многодневные труды. Почти все очаги в труднодоступной местности. Горящие леса тушат 5 воздушных бортов, в том числе и вертолет Сибирского регионального центра МЧС России. В настоящее время сейчас пожары, которые действуют, это все грозовые пожары. Они в отдаленных местах, в труднодоступной горной местности. И тушение лесных пожаров, данных лесных пожаров, возможно применение только авиационных сил и средств. Привлечение техники не представляется возможным. По данным Государственного комитета по лесному хозяйству республики, большинство действующих пожаров возникли из-за сухих гроз. Все лесные пожары находятся на значительном удалении от населенных пунктов, угрозы им нет. Допустимая норма концентрации вредных веществ в воздухе на территории населенных пунктов не превышена. В Туве по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах и особый противопожарный режим. Это значит, что находиться в лесах строго запрещено, не говоря уже о разведении огня. Именно последнее стало причиной возбуждения первого с момента введения на территории региона особого режима уголовного дела. Причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Ущерб лесному фонду составил более 70 тысяч рублей. Виновнику грозит до 4 лет лишения свободы. А в Кызыле настоящий переполох вызвало ЧП, произошедшее в час пик в центре города. 27 июня около половины 6 вечера от здания одного из крупных магазинов на улице Кочетова шел столб дыма. К месту тут же устремились 5 пожарных автомобилей. Проезжая часть была перекрыта. Как выяснилось, загорелось подсобное помещение торговой точки. На момент прибытия первого подразделения горели крыша подсобки, забор и мусор. С огнем боролись 15 сотрудников МЧС. Справиться с возгоранием удалось достаточно быстро. А вот в причинах предстоит разобраться экспертам. На эту информацию просим обратить особое внимание. Полицейские родственники разыскивают Бориса Мангуша, 1959 года рождения. 29 июня он вышел из дома по улице 60 лет Победы, поселка Кахем, и до настоящего времени не вернулся. Мужчина, по словам родственников, в поселке Кахеме и в городе Кызыле не ориентируется. Приметы: рост около 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, седые. Был одет в футболку, матерчатую кепку черного цвета, бриджи синего цвета в квадрат, коричневые тапки. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Бориса Мангуша, просьба сообщить в отделение уголовного розыска муниципального отдела МВД Кызылский в поселке Кахем или позвонить по телефонам, которые на экране. На этом выпуск программы подошел к концу. Если что-то пропустили, смотрите ее также на YouTube-канале Тувинской единой службы информации, а также в наших группах ВКонтакте. Напоминаю, вы тоже можете стать соавтором. Просто сообщайте о происшествиях по телефонам редакции или присылайте ваши материалы на адрес электронной почты. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания.